Всем привет, с вами Тимиров Лайф и я, Болот Тимиров. Сегодня поговорим о человеке, который уж очень цепляется за свое кресло и ради него готов на все, а точнее на целый день оторвать своих сотрудников от исполнения непосредственных своих обязанностей и направить на спасение собственного места. Итак, все по порядку. 15 апреля у здания МВД проходил запланированный еще неделю назад митинг против насилия над женщинами. Главное требование – отставка главы МВД Уланбека Ниязбекова. Напомним, похищение и убийство Айзада вызвали общественный резонанс. Одной из причин недовольства была халатность сотрудников МВД, которые целых 2 дня не могли найти девушку. И это несмотря на то, что были видеозаписи похищения, показания родственников о личности похитителя и связь как с похитителем, так и с девушкой. Ради успокоения общественного недовольства ряд сотрудников были уволены, кто-то получил выговоры. Всего около 40 сотрудников милиции. Но не сам министр, а именно его отставки требовали пользователи соцсетей и участники первого митинга в здании МВД. Второй митинг сопровождался провокациями. Около 200 человек вышли против, называя участников митинга против насилия над женщинами геями и западными агентами. Но кто, как говорится, командовал парадом? Нам поступило сообщение, что это были сотрудники милиции. Мол, каждому из них дали задание сверху привести с собой еще по 5 человек. Мы решили проверить и собрали все видео из соцсетей и СМИ. Внимательно рассмотрели провокаторов. Итак, вот начало провокации. 2 человека одновременно дают команду нападать. Первый в красной рубашке – это Чингиз Иманалиев. До революции он был оперуполномоченным Следственного комитета и получил награду за поимку похитителя 12-летнего мальчика. При Улане Ниязбекове он уже начальник отдела ГУР. Второй командующий антимитингом – это Нурдин Чолпонкулов. Он получил повышение при Ниязбекове до начальника отдела ГУБО. По сведениям источников, он родственник министра, но мы не смогли пока еще подтвердить связи. По команде в сторону участников митинга двинулись провокаторы, среди них подполковник ГУБО по имени Тышебаев Эрмек. А этот человек, разговаривающий по сотовому телефону, никто иной, как Самат Алсеитов, ныне работает в ГУБО. В этом высоком человеке мы смогли опознать Азиза Бекназарова. По сравнению с фотографиями в социальных сетях, он сильно пополнел. Ныне он заместитель начальника Октябрьского РОВД. Ну и активное участие в провокации принимали ветераны МВД во главе с его председателем Султаном Джошбаевым. А это ноябрь 2020 года. Новоиспеченный министр подкатывает к ветеранам. Ну и, видимо, в благодарность они ходят вот на такие вот провокации. Среди прочих можно увидеть бывшего начальника УВД из Сыкуйской области Джалила Илипаева. Ну и не обошлось без 10-го отдела. Куда же без них? Они занимаются экстремизмом и терроризмом. Ну, по крайней мере, должны этим заниматься. Но исходя из последних событий, они непосредственно устраивают гонения на неугодных властям, блогерам, юристам и так далее. Вот здесь в сторонке стоит Турызбек Касымакунов. Он начальник 10-го отдела Первомайского района. Вот к нему вопросов нет. Именно он отстаивал запрет на митинг в суде. Ну и, видимо, находится при исполнении, то есть борется с оппонентами власти. Хотя таких обязанностей у МВД официально нет и не было никогда. Сейчас мы не должны рассматривать интересы только инициативной группы. Мы должны думать о здоровье граждан. Сколько таких насилий вы предотвратили своим маршем? В прошлом году на марш вышли люди с плакатами «Я транс и горжусь этим». Это не по нашему менталитету. Все сотрудники опознаны нами через социальные сети и подтверждены не менее чем 3 источниками. А этих мы не смогли опознать. Включите стоп-кадр, и если смогли узнать еще кого-то из сотрудников, то просим вас написать нам на WhatsApp. Будем рады вашей помощи. Теперь к заключению. ГУБО, Первомайская, Октябрьская РОВД, ГУР и другие подразделения министерства вместо того, чтобы ловить преступников, прикрывали, извините за выражение, зад министру внутренних дел. Ребят, самим не стыдно? Вам платят деньги из бюджета не ваш министр, а каждый гражданин Кыргызстана.
Что за частную лавочку вы тут устроили? Иногда думаешь, что дно пробито, но вы своими действиями доказываете, что нет. Там еще далеко нам падать. На этом я прощаюсь с вами. Подписывайтесь на YouTube канал Темиров Life и Темиров Life KG. До новых встреч.